Всем привет из солнечного Крыма. Орджоникидзе на связи, Феодосия. Пятница. Плюс 27. 26 число. Маршрут дня Орджоникидзе. Феодосия, частично Коктебель, Орджоникидзе. И вот уже билеты, аэропорт, что дальше, тема запретная. Приветы своему родному городу и самолеты в разные стороны. Мы делим небо поровну. Вечерний заезд на кофеек на набережную. Идем. Amigos Санчос Педрос. Сегодня первый день самый жаркий за всю весну, плюс 27. А завтра вроде вообще будет под 30. Какая-то там песчаная буря идет с этого, с пустыни Сахара. В Абхазии уже была вчера или позавчера, сейчас в Сочи, подходит к Сочи. Может и до нас дойдет. Посмотрим. Свернули на Эллинге и едем по горам. Amigos Санчос Педрос. Как на одной машине на Ниве написано: ты едешь быстро, а я еду везде. Как-то так. Не, на самом деле просто по асфальту все время ехать не особо интересно, когда есть такие места. Лучше, конечно, подняться в горы и прокатиться по грунтовым дорогам. Вот.
Call him Mr. Wrong, call him insane. Ну, какие-то туристы. Или кто такие? Гуляют, гуляют. Камни гребаные под ногами. Ух ты! Ух ты! Don't know. Сейчас затащим в один подъемчик там. Новый подъем нашел для себя. Почему бы и нет? На рыбалочке он. Люди приехали с удочкой. Стоят. Ой, тут тоже машина. Везде на машинах. Ну да, что они видят, что погода нормальная. Вот приехали половить рыбку. Погнали в горы. Сейчас затащим. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп-о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 п. Красота. Поднялись. Да, подъем такой суровенький. Погнали дальше. Покорять горные хребты и перевалы. Да, погодка супер. Погодка супер. Я первый раз в этом. Ну я одеваю сейчас тоненькую термо под низ, а сверху джерси. Вот я сегодня первый раз в джерси еду. То обычно легкую какую-то одеваю ветровку. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, easy.
Хотя нет, где-то неделю назад был жаркий день. Я тоже в одной Джерси ездил. Где-то неделю или 2 назад тоже было 25-26. Ну, правда, под вечер все равно приходится одевать ветровочку. Вот я сейчас с собой взял в рюкзаке. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Easy way. Ну, ветерок так все равно, да, поддувает. Но он такой теплый. Вообще прям. Теплый-теплый. Опа. Так что, погнали дальше. Трясогузка. Ой, камни. Погнали дальше. Come on, everybody! Тишина такая. Тишина. Да. Турбокнопка работает. Турбокнопка. А тут по Феодосия Коктебель Орджоникидзе с моим запасом аккумулятором хватает на турбо проехать. Вот раньше не хватало, когда был другой велосипед. А сейчас хватает. Ну да, я купил первый электро, не знал, что, как, почем, сколько на что. Купил первый с 500-ой, а 500-ки этой хватало на километров 40 максимум, 35, где-то 38. Я думаю, капец. Я еще начал ездить первые разы в Саржо, Феодосию, потом в Коктебель еду, смотрю, ну не хватает вообще. То есть до Коктебеля, может, их хватает доехать, а назад в Орджоникидзе уже нет. Я думаю, капец. Потом я придумал, ну там был не встроенный аккумулятор 500 в раму, а сверху висел.
Я потом придумал сумочку специальную, чтобы вешать было аккумулятор под раму. И купил второй аккумулятор 500, ну 500 ватт был на велосипеде, а 500 ватт я купил отдельно в сумочке, возил. И вот я заканчивалась 500-ка оригинальная, я ставил вторую 500-ку. И тогда мне хватало. Но и то на турбо мне не хватало. Арджо Феодосия Коктебель Арджо. Там 50 километров, а у меня 1000 заряда было, и на турбо не хватало. Вот. Ну, я ездил там на МТБ частично на турбо. Вот. С Нового Света, с Судака ездил. Тоже мне на турбо не хватало. Вот. И я, короче, на МТБ ездил. Потом мне это все дело надоело. Я, короче, стал искать велосипед, чтобы больше зарядов было. Ну, то есть не 1000, чтобы была ВХ, а больше, чтобы можно было и дольше проехать, и чтобы на турбах хватало такие расстояния 50 километров, 60, потому что на турбо все-таки быстро ездишь, быстрее время, быстрее всякие места посмотреть. Вот. И я вот, да, потом начал искать, там у одного товарища начал спрашивать. И он мне подсказал, есть код, вот такая-то вот модель, там 625 батарея, и можно еще 500-ю вставлять на специальное крепление в раму. И вот это крепление, чтобы его достать, его так вообще в России нигде нету. Ни в каких магазинах ты его просто так не купишь. Оно специальное для скота. И вот, чтобы его купить, это надо через кого-то, кто-то где-то за границей в Европе найти. И, короче, нашел я там товарища одного, который мне помог достать аккумулятор. Ну, а аккумулятор то я купил здесь, а штуку эту, на которой крепится второй аккумулятор. И вот он мне нашел, и я купил. И вот эта штука одна, тут, чтобы ее привезти, она еще не просто так через границу ее провезешь. Это надо с кем-то заказывать, с чем-то. Не так чисто ее отдельно в Алиэкспрессе ее не купишь. На Озоне, там на всяких сайтах таких нигде нету. Ну и, короче, я купил ее. Она стоит 50 000 вот, рублей. И плюс аккумулятор 500-ка. Ну, новая или почти новая, стоит 1040. Ну и, короче, под 100 000 мне обошлось, чтобы поставить аккумулятор еще один. Вот. Ну и, в общем, сейчас у меня, да, получается, стоит 625 плюс 500, 1125 ВХ. На данный момент больше емкости вообще нету на таких велосипедах. Даже куб там
Хайбайк. Потом там еще какая-то есть марка. И вот нигде сейчас на данный момент больше емкости нету. Только вот 1125 это максимум сейчас. Сейчас вроде как вышли батареи 750, ну, велосипеды с батареей 750, но еще пока не придумали, что 500-ку можно было вешать. Ну, я думаю, в этом году или на следующем году по-любому придумают. То есть будет уже не 625 плюс 500, а 750 плюс 500. Это как бы еще... Это еще больше. На сколько? На 100? Посчитайте вот. На сколько? Это еще больше. На 100. 625 плюс 100. Это 725. И еще 25. Ну, на 125 ВХ больше. А 125 ВХ это в километражах. Ну, километров 20 это 100%. То есть ты можешь проезжать уже на 20 километров, на 20, на 30 километров больше. То есть это офигеть как вообще. Ну, то есть, грубо говоря, сейчас скажу, сколько. Вот я сейчас, например, на турбо летом 63 проезжаю, а то буду проезжать почти 90 на турбо. Офигеть. Ну это, конечно, не, ну на турбо просто в кайф вообще, подъемы, все, вот это вообще кайф. А по ровному то вообще почти не устаешь. Вот. Ну так, есть усталость, да, от самой дороги, но вообще супер. О. Фух. Так что, да, скоро будут велосипеды с более мощной батареей. А это офигеть как офигенно. Тут такие есть расстояния, которые хочется проехать. Ну вот, как, например, вот там 80 километров, там 100, там, да, хочется проехать. Но на МТБ можно проехать с третьим аккумулятором. Это его надо возить с собой на сумочке. А то ты без этого аккумулятора можешь проезжать. Ну да, технологии они каждый год новая. Вот были батареи 625, потом раз перешагнули. Сейчас уже 750 батареи. И это как бы не предел. Это они сейчас через год-два сделают уже батарею. Я даже не знаю, сколько, 850 или порядка 900. То есть они все время что-то там добавляют, что-то там паяют, меняют. Вот такие делишки. Красота сегодня вот такая. Сейчас уже поднялись мы на самый верх. Сейчас будем уже спускаться в Феодосию.
1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12. О! Вот такая красота. Кстати, ветра практически нету. Но назад, наверное, надо будет поддеть ветровочку. Оп-оп-оп. Вот зеленое все. Красота, ляпота. Поехали дальше. Время не будем терять. Тут перекопали все. Чтоб не ездили такие, как я здесь. Не, я так понимаю, чтоб не ездили машины. Я так думаю. А там кто его не знает. А ты по барам, по ресторанам. Так, сколько там у нас на часах? 18:16 уже. Ух ты, блин. Ну, где-то надо всем выехать с Феодосии, да. Всем будет нормально, я так думаю. А ты... Опа! Все, я никак не проеду по этой 118-й тропе, которая с левой стороны. Все никак. Все время выезжаю так поздновато. Ну ладно, как-нибудь проедем же. А ты по барам, по ресторанам сидишь, а я катаюсь в горах. Не ищите меня в баре или в клубе, я до ночи катаю в горах. Все в такой уже заросли такие, конечно, да, в этом году весна пришла, ну не то что раньше, чем надо, но в том году весна в мае пришла, в этом году
в середине апреля где-то. Ну, не в середине даже, а где-то в начале апреля начало так уже потихоньку. Так что мальчики на стиле, девочки на стиле. Трещит где-то. Не пойму где. Очень быстро пройдет и увидимся вновь за накрытым столом. Впереди еще много всего. Так давай запоем, хоть толпой, хоть Красивенько. очень быстро пройдет и увидимся вновь за накрытым столом. Впереди еще много всего. Ну чё, погнали дальше. Спускаться в Феодосию. Что-то когда начинаю спускаться, камера у меня как-то непонятно наклоняется сильно вниз. Многие там в ютубе пишут: да направь ты ее чуть выше. Так как я же ее направлю, если я спускаюсь. Если ровная дорога, то вот я раз и все. А на спуске я же одной рукой не поправлю. Или это если сильно, когда едешь по ровно, сильно наклоняешься, то тоже как бы раз и это. Вроде стараюсь, чтобы снимать больше природу, ну, не велосипед, не руль там, да, а больше природу снимать, где я вот именно еду, по каким местам. А оно бывает, что снимает половина, а половина руль снимает. Но это я не специально, это оно так у меня, камера так как-то направляется непонятно. Так, какие-то тормоза уже надо менять будет скоро, задние походу. Скоро задние, да. Дарин-дин-дин-дин-дан. Дарин-дин-дин-дан-дан.
Весь сектор Феодосия. Мне нужна гравитация, и да подожди, сорвали обороты. Привет. Собаки. Акция. Это эвакуация. Акция. Акция. Это эвакуация. Никого нету. Погнали городские. Вот уже билеты, аэропорт, что дальше, тема запретная. Билеты своему родному городу и самолеты в разные стороны. Мы делим небо поровну. О чем? Амигос, Санчос Амигос, Педрос. Amigos Sanchos Pedras. Бандерас. Санчос Бандерас. Санчос Бандерас. Амигос что-то тут наставили машин. Что у них сегодня здесь такое? Вот и Феодосия. О чем не
скучай, амигос. Не скучай, амигос. Санчос, Педрос, амигос. О, заехали сюда на машине. Это что такое здесь? Так, дети, дети, осторожно, дети. Осторожно, дети. Осторожно, дети. На роликах дети. На самокатах. Самокатчики. Так, этих надо оббежать. Нет, он петляет сюда-туда. Пускай петляет. Нам прямо. Нам на кофеек. Осторожно. Обгон велосипедиста справа. Так, самокатчики, дети. Собака так посмотрела, думает, да ну нафиг, обгонять тебя. Манал я это дело. Давай, давай, девочка. Это тут еще ходят. Погнали. Ля-ля-ля-ля-ля. Да, тут бегают. Летом здесь тоже надо быть предельно осторожным. Детвора бегает. Дети катаются на самокатах, на этим они могут раз в сторону резко. Туда-сюда, туда-сюда. Кто-то там пищит. Ну так, гуляют, да. I don't know why. 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 Ох, тут сколько народа. Нифига себе. Тепло и сразу всем надо гулять. Загорают. Загорают, купаются. Нет, еще никто не купается. Только все загорают. Только загорают все.
Видно, что мы спустились с гор, все колеса белые. Вместо черных белые. Преодолели горный перевал, чтобы спуститься на набережную. Ой, да. Так, а я с собой не взял деньги опять. Придется поэтому по QR-коду. По QR-коду придется. Здравствуйте. Да. Сегодня да. Вечернее включение из Феодосии. Выбираемся из набережной. Выбираемся из набережной, едем в сторону Коктебеля. Дети, дети, осторожно, дети. Осторожно, дети. Собаки. Собаки, дети. Никого там нету. Никого. Погнали. Погнали! Спортсмены бегают. Кто-то бегает, кто-то ездит. Собаки бездомные. Да, тепленько так, однако.
Зеленый не успеем, да? Чуть-чуть не успели, блин. Красный уже. Ладно, придется стоять ждать. Постоим, подождем. Пока проедут все. Двенадцать, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, погнали. А от можна їхати зараз. Один я не магазин. Идешь по аллее, вода.